Тема моего исследования связана с применением ГИС-технологий в изучении остатков животных мамонтовой фауны на территории Республики Саха-Якутия. ГИС-технологии, геоинформационные системы, представляют собой систему сбора, хранения, визуализации, интерпретации обширных данных. То есть ГИС-технологии – это такой инструмент, который может быть применен в абсолютно различных областях науки. Мы же в Академии наук используем в изучении остатков животных мамонтовой фауны. Например, в закономерностях распространения. У нас ведутся работы по интерпретации данных по местонахождениям остатков животных мамонтовой фауны. Создаются базы данных, которые могут быть использованы в будущем. Картографирование со стороны с геологической точки зрения, с геокриологическими составляющими. То есть данные, они обширные, но изучение именно в моей области связано с захоронениями остатков животных мамонтовой фауны в криолитозоне на территории Якутии. Что ранее ГИС-технологии, в палеонтологии в принципе и в изучении остатков животных мамонтовой фауны не применялись. ГИС-технология – это такой инструмент, благодаря которому можно анализировать большой объем информации. То есть, допустим, по захоронению, местонахождению остатков ископаемых мамонтовой фауны есть общая закономерность. То есть их находят не повсеместно, особенно с мягкими тканями. Но территория Якутии является мировым хранилищем остатков животных мамонтовой фауны и требует более детального и углубленного изучения с применением различных технологий. Чтобы анализировать данные, проводить исследования, нужно владеть навыками использования специальных программных обеспечений, уметь дешифрировать данных, проводить дистанционное зондирование Земли, то есть это анализ с помощью космических спутников, но и также применение беспилотно-летательных аппаратов в своих исследованиях. Свою рабочую деятельность я начала в конце 2019 года, то есть по сей день имеются крупные наработки, опубликованные научные статьи, и проводятся довольно обширные исследования. Свой вклад именно в изучение ископаемых остатков животных мамонтовой фауны я вношу целью того, чтобы изучать труднодоступные территории нашей Якутии. Например, по четвертичным отложениям, данные. То есть вот здесь по местонахождениям, там, где они распространены, какие отложения там есть. В основном мамонтовую фауну находят в лесово-ледовых отложениях. Якутия является крупным регионом в России. Обширные исследования Якутии проводились в 20 веке. Сейчас у нас возрождаются научные исследования. Я надеюсь, что подобные научные исследования помогут узнать более детальную, углубленную информацию о нашем родном крае. Например, на карте территории Якутии нанесены массовые скопления остатков животных мамонтовой фауны, по-другому их называют кладбища, то есть это места крупных коллекторов, там, где проходит аккумуляция костных остатков животных мамонтовой фауны на территории Северной Якутии, арктических зон, на массовых скоплениях остатков животных мамонтовой фауны бывают находки с мягкими тканями.
Конечно, у нас находки преобладают в арктической зоне Якутии, да, это в 13 улусах. В центральной Якутии также находят костные остатки животных мамонтовой фауны, а с мягкими тканями на территории центральной Якутии практически не бывает. Хорошая сохранность у нас бывает вот в прибрежных зонах, да, и в арктических зонах Якутии, там, где сплошность распространения многолетне мерзлых пород довольно высокая. Удовольствие от рабочего процесса, от научной деятельности я получаю в виде результатов, которые могу интерпретировать, результаты, которые получаются, да, все-таки исследования у нас обширные, да, они многогранные, сложные, бывают трудности, но я надеюсь, что в будущем будут последователи, мои исследования будут продолжаться, да, и исследование территории Якутии будет более доступным. Мной были проведены исследования, да, по результатам которым была создана и опубликована база данных. Да, это реестр млекопитающих, остатков животных мамонтовой фауны с нанесением географических координатных данных. То есть данная база данных доступна широкому кругу лиц, и географические координатные данные, которые нанесены на каждом объекте, могут быть использованы другими исследователями в их научной деятельности. В реестре млекопитающих остатков животных мамонтовой фауны нанесены чуть меньше 200 данных, да, по массовым скоплениям, да, по уникальным находкам шерстистых мамонтов, ну и далее по хищникам, да, ну и другим видам животных, носорогам, бизонам, лошадей, да, ну, мелких грызунов и тому подобное. Уникальность созданной базы данных заключается в том, что там есть информация о грунтовых составляющих, да, о степени льдистости, промерзания грунтов. Есть информация о видах находок, о дате находки, далее кем были найдены, нанесены все литературные источники, да, со ссылками. И, безусловно, уникальность то, что у каждых объектов есть географические координатные данные. Моими результатами работы, да, по закономерностям распространения остатков животных мамонтовой фауны, кто может ими пользоваться, будет на усмотрение руководства.